4 километра 300 метров и 2 часа прогулки по старому Сыктывкару. Это не просто маршрут по дореволюционному городу, это путеводитель впечатления, в котором собраны воспоминания сысольцев и путешественников, дневниковые и путевые заметки конца 19-го, начала 20 века. Для чего, спросите вы? Чтобы современный читатель смог сравнить свои наблюдения с теми, которые сделаны 150 лет назад. Отзывы о столице Зырянского края самые противоречивые. Есть среди них и хвалебные. Когда вы прибудете в Усть-Сысольск, вы поразитесь тому, как очень легко вы можете решить свой квартирный вопрос, какие будут комфортные условия в этих городских квартирах в Усть-Сысольске. Здесь очень чисто и опрятно на улицах города, и улица более благоустроена, чем в других городах Вологодской губернии. Все восхищались нашими магазинами, потому что большой ассортимент вот в любой лавке, вот у этих мышиных купцов, которые тащат в свою лавку все, и зайдя в такую лавку, можно купить абсолютно все, от рыбы до парчи, и разные другие товары, которых в Санкт-Петербурге в каком-нибудь магазине Бракара ты никогда не выпросишь. Вот идет презентация первой части путеводителя, проекта, поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. Над изданиями работали не только сотрудники Национального музея, но и горожане, краеведы, активные участники сообщества «Дорогие товарищи ВКонтакте», которые вдохновляли на более глубокое погружение в тему. Дорогие товарищи и путеводитель, они просто созданы друг для друга, потому что в проекте «Дорогие товарищи» мы каждый вечер виртуально гуляем по улицам Сыктывкара. Каждый раз выкладываю либо улочку, либо двор, либо дом. И все там: о, мы тут жили, мы тут гуляли, тут у нас, значит, какие-то личные воспоминания с этим связаны. А когда мы это превращаем в некую карту, в некий путеводитель, это как будто бы мы начали, а этим заканчивается. Вот как естественное продолжение. Фотоколлекция Национального музея показывает самые живописные уголки Усть-Сысольска. Часть домов сохранилась до сих пор, а многие уже утрачены. Есть снимки, которые публикуются впервые. Например, этот – строительство дороги на пристань. Образ дореволюционного города передает и репродукции графических и живописных работ из фондов Национальной галереи Коми. Произведений дореволюционных немного, изображающих дореволюционный Усть-Сысольск. Но, тем не менее, они передают эту какую-то атмосферу этого городка. Через произведение Игнатова мы увидели место, где будет город Усть-Сысольск, через некое такое мифотворчество. И то, что художники разных художественных направлений, разных эпох, разного ощущения, мирочувствования, это тоже очень интересно, наверное, будет и дополнит этот путеводитель, и дополнила, точнее, этот путеводитель очень органично. Все без исключения читатели путеводителя отметили его современный дизайн. Его создавали Анелия Линцевич и студенты Сыктывкарского университета. Милые детали, радостные мелочи деликатно вписала в исторические снимки иллюстратор Полина Туркина. Правильно все сделал. То есть коровы, которые тут паслись, рыбаки, живность. Все-таки жизнь основная вдоль рек шла. И тут, конечно, это отражено. История как бы здесь оживает. Вот она становится, с одной стороны, вроде как бы сказочной, и в то же время она вот и реальная. Вот эти вот здания, они существуют реально. Есть как бы и красивые сказки, и мифы, и реальность, они переплетены. И вот этим этот рисунок мне нравится. В этом году выйдут еще 2 части путеводителя – 20-е и 50-е годы и 60-е и 80-е прошлого века. Каждый из нас может стать соавтором проекта, поделиться фотографиями и личными историями. Их можно разместить в группах «Сыктывкар от и до» и «Дорогие товарищи» ВКонтакте.